Китай впервые признал существование концентрационных лагерей политического перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. О них говорится в коммюнике Постоянного комитета Собрания народных представителей СУАР 13-го созыва. В документе отмечается, что для сдерживания экстремистской деятельности на территории региона в специальных учебно-тренировочных центрах проводятся мероприятия по индивидуальному и профессионально-квалификационному образованию. В них преподают право, занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправляют поведение, изучают государственный язык китайский. Я напомню, месяц назад авторитетная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет под названием «Искоренение идеологических вирусов. Репрессивная кампания Китая против мусульман Синьцзяна». В документе говорится, правительство Китая проводит систематическую кампанию против тюркоязычных мусульман на северо-западе Китая. Прокомментировать ситуацию вокруг своих соотечественников мы попросили главного и самого известного в мире борца за права уйгуров в Китае Рабию Кадыр. Она лидер Всемирного уйгурского конгресса и в течение более 20 лет является символом борьбы уйгурского народа за свои права в Китайской Народной Республике. Во-первых, уйгурский народ без страха начал заявлять, что в этих лагерях содержатся от 3 до 7 миллионов людей. Начали вовсю трубить. Во-вторых, это стало возможно благодаря мировому сообществу, которое, в свою очередь, благодаря многократным проверкам и расследованиям смогло выяснить, что такие лагеря действительно существуют. В-третьих, ООН на каждом своем заседании говорит, что в таких лагерях содержится как минимум 1 миллион человек. В-четвертых, Белый дом, США, Европарламент и другие европейские страны начали говорить о том, что эти лагеря похожи на концлагеря Второй мировой войны, концлагеря Гитлера. И эти заявления они адресовали китайским властям, потому что это уже нельзя скрывать. В результате власти Китая были вынуждены признать их существование. Рабия Кадыр рассказала, что в этих лагерях есть случаи убийства мусульман. Людей там пытают. Китайские власти работают над тем, чтобы стереть в сознании людей национальную идентичность и принадлежность к исламу. В этих лагерях начали убивать мусульман, мучить, пытать. Их заставляют есть свинину. Были факты продажи внутренних органов пленников лагерей. Взрослых отправляют в лагеря, а детей переучивают, ассимилируют. Стирая их этническую идентификацию, их заставляют говорить только на китайском. Ликвидируют интеллигенцию, писателей и артистов. Они уничтожают уйгуров, казахов, кыргызов, узбеков, татар как нации. Европейские страны откликнулись, а мусульманские нет. Стоит сжечь Коран в любой точке мира, кроме Китая, тут же кричат. А в Китае миллионы сжигают Коранов и короноведов, но они молчат.